Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 2 ноября 2020 года, понедельник. Посмотрим, какой будет день. Туз червовый выпадает. Но тузы это всегда хорошо. Это всегда, знаете, какая-то новая энергия, новая возможность, новые люди. Да? Так как это червовый туз, это у нас карта, связанная с инициативой, да, когда мы сами должны что-то сделать, не ждать, когда нам другие помогут. Да, мы можем попросить о помощи, но все-таки инициатива всегда должна быть именно на нашей стороне сегодня для того, чтобы все реализовывалось вот как можно лучше. Вообще у нас туз червовый – это карта, знаете, очень такая яркая, успеха, счастья, какой-то победы. Но победа здесь ожидаемая, да, когда мы действительно вот чего-то хотели, было какое-то сильное желание, мы к этому стремились, и вот мы можем это получить. А кроме того, это карта известности, это карта влияния такого, знаете, харизмы, когда нас слышат, когда на нас обращают внимание, придают значение нашим словам. В общем, это вот такой день. И день праздничный какой-то, несмотря на то, что понедельник, будет, видимо, какая-то ситуация, которая вот для вас как праздник будет, как-то вас порадует. Так, что еще? Детки, да, с детками тоже могут быть какие-то вопросы сегодня, тоже вот можно решить какие-то дела, которые назрели, да, или долгое время не решались. Может быть какое-то творчество, да, может быть в какой-то кружок ребенка наконец-то определили, где ему нравится, или может быть это какая-то победа в конкурсе, какая-то грамота, похвала. В общем, что-то здесь такое очень приятное может происходить как результат усилий ваших. Так, что еще важно? Лотереи, выигрыши. Это тоже сегодня, кто хочет выиграть, сегодня вот можно купить лотерею. Так, что еще важно? Может быть, инвестиции какие-то выгодные. Вдруг какое-то предложение, да, или какая-то информация будет об инвестициях. Также, мы посмотрим сейчас дополнительные карты. Давайте по инвестициям дополнительную карту. Семерка бубновая. Да, это, скорее всего, будет какая-то беседа или обмен мнениями, телефонный звонок, встреча, когда вы можете вот какую-то важную информацию для вас узнать по поводу вложения денег. А также это хорошая карта для любви, для ухаживания, для какого-то, знаете, развлечения, да, то есть несмотря на то, что сегодня рабочий день, скорее всего будет что-то приятное в течение дня. Давайте посмотрим, что будет помогать. Что будет помогать? Дама трефовая. Дама трефовая дает готовность к непредсказуемым каким-то ситуациям. То есть вот заранее, да, предупреждают нас карты, что будьте готовы правильно среагировать, воспользоваться шансом. То есть будет то, чего мы не знаем, не ожидаем и даже не можем предусмотреть. Да? И вот нужно обязательно на это положительный момент, нужно среагировать вот так, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, не отказаться от случая, который приходит. Также здесь еще карта продвижения, то есть нужно продвигать себя, нужно говорить о себе, нужно, может быть, внимательно управлять транспортом. Если вдруг что-то поломалось, то сегодня же желательно отремонтировать. То есть, вот знаете, вот быть начеку. Вот что-то произошло, сразу реакция. Это все будет положительно. Что будет мешать? Дама пиковая. Сколько у нас тут людей сегодня в течение нашего дня вмешиваются, да, в нашу жизнь. Дама пиковая говорит о том, что у вас такое настроение, знаете, все-таки ждать, когда сама судьба что-то даст, да, не действовать самостоятельно, вот это будет вредно. Когда мы надеемся на то, что счастье придет само, выздоровление придет само, как-то желание исполнится само, да, или как-то вот обиды уйдут сами, когда мы вот думаем, что все само собой разрешится, вот это вредно, это плохо. Отношения. Для тех, кто в поиске, партнеры, девятка пиковая. Но здесь карта... Вообще вот эта карта связана с водой, с морем, да, если, допустим, у вас какой-то отпуск или вы вот как-то
связаны, может быть, по работе с водой, да, или находитесь где-то рядом с водой, вот можете встретить там человека. Это раз. Во-вторых, здесь карта настойчивости и решительности. Скорее всего, тот человек, который вот может вам сегодня встретиться, он сам проявит инициативу, да, он сам будет вот как бы настойчиво проявлять себя для того, чтобы познакомиться, пообщаться. Ну и в принципе этот человек может очень быть такой, ну как бы хороший, да, он надежным может быть, он может быть человеком на долгие времена, да, вот с которым вы вместе общаетесь, то есть как-то опереться на него можете. Для тех, кто в паре уже. Король червовый. Но здесь карта близких людей, близкого окружения, когда мы решаем вопросы дома, недвижимости, ремонта, когда мы договариваемся с родителями о чем-то или помогаем им. То есть вот вся у нас ситуация, она именно обусловлена домом, недвижимостью и, в общем, общением с теми людьми, которые, вот, из которых состоит наша семья. У кого-то могут быть сделки с недвижимостью, если запланировали, то очень удачные. И если вдруг кто-то думал о том, что вместе с партнером организовать дело совместное, тоже удачный день для этого. Хорошее время для того, чтобы вообще своей жизнью заниматься, да, вот семьей заниматься, домом. Может быть, если у кого-то есть возможность, допустим, отдыхать в этот день, это было бы замечательно, да, если у вас отпуск или, может быть, у вас отгул какой-то или еще что-то такое, ну, когда вы посвящаете время семье. И, знаете, может быть, даже если работа есть, может быть, все-таки выделить сегодня время как раз для общения, это очень важно. Что-то тут улучшается благодаря этому. Те, кто в ссоре, десятка пиковая. Но здесь перемены, какие-то новые у вас знакомые могут быть, скорее всего, сегодня. И, возможно, даже за этими новыми знакомыми вы забудете вот эти старые связи свои, да, старые отношения. А здесь или вы поедете куда-то, или просто какие-то у вас перемены, там новая работа, новый круг друзей, и вы совершенно здесь можете успокоиться, переключиться на новое общение, на новых людей. Или, допустим, если же все-таки человек вам дорог, с которым вы хотите помириться, то карта явно говорит, что здесь для того, чтобы быть вместе, нужны изменения. Либо ваши личные, либо его изменения. Может быть, кому-то переехать придется. Или, может быть, изменить свой образ жизни. Или отказаться от каких-то знакомых, которые разрушают ваши отношения. Просто так здесь не получится помириться. Тут менять нужно всю жизнь. Работа для тех, кто в поиске работы, девятка бубновая. Но здесь наконец-то заканчивается тот период, когда вы эту работу ищете. Наконец-то вы можете поменять свое положение. Но знаете, что здесь может быть? Может быть еще и отказ. Допустим, вам пообещали какое-то место работы, и вдруг откажут ни с того ни с сего, да, без объяснения. Или еще какие-то ситуации возникнут, которые все-таки либо вы сами захотите отказаться, потому что это вас будет не устраивать как-то. Или, может быть, знаете, как-то к вам плохо отнесутся, какое-то поведение вам не понравится людей, с которыми вы будете общаться. Для тех, кто уже работает, восьмерка трефовая. Здесь может быть очень большие требования сегодня по отношению к вам. Скорее всего, трудно будет выполнить то, что от вас просят. Может быть, даже сразу нужно сказать, что у вас, ну, как бы, может не получиться сегодня, да, то есть слишком много здесь, ну, по крайней мере, проговорите, да, сколько у вас, какой объем работы, чтобы ваше руководство, ну, поняли, что для вас это просто нереально, допустим, да, или надо подождать, или нужно какую-то часть работы отложить, или поделиться с кем-то, с другими людьми. Но здесь действительно очень много работы. Если же это не касается большого количества работы, то могут быть какие-то задержки, препятствия. Или, допустим, вот вам нужно куда-то нести документы, там что-то подписывать, разрешение искать, а вам могут отказывать или там долгое время заставлять ждать. Так, что еще? Какая-то вот непреодолимая ситуация может возникнуть. Не нужно на это слишком реагировать, это просто день такой. То есть от вас это не зависит, это как бы внешние такие обстоятельства.
А еще здесь как раз вот чиновники, руководящие какие-то чины, да, которые, ну, от которых зависит решение ваших вопросов, вот они могут как раз это все тормозить. Для тех, у кого свое дело, десятка бубновая. Карта денежная, карта, знаете, какой-то новой информации, дополнительного опыта. Это карта коммуникации, знаете, когда мы решаем вопросы по работе, кого назначить на должность, кому дать какое-то дело, юридические вопросы какие-то можем решать, можем даже кого-то учить, да, опыт передавать. Сами можем сегодня учиться, почувствовать необходимость для того, чтобы какие-то дополнительные знания получить. Может быть, неплохо по этой карте воспользоваться какими-то новейшими там разработками, исследованиями, открытиями, которые вот могут вам помочь. Или, может быть, это просто средства связи, которые позволяют как бы иметь доступ к людям по всему миру, да, то есть этим воспользоваться, как-то лучше внедрить это в своей теме. Так. Кстати, могут быть какие-то бумаги сегодня получены, письма какие-то, может быть, анализ чего-то, или, может быть, знаете, какие-то итоговые документы, бухгалтерия. Вот это вот все сегодня, скорее всего, будет беспокоить и занимать все время. Финансы для тех, кто на зарплате, семерка червовая. Здесь семейные деньги и рост денег, да, то есть либо у вас, либо у членов вашей семьи тут прибыль какая-то по деньгам или увеличивается зарплата, или может быть новая какая-то дополнительная финансовая возможность, или просто как подарки. Для тех, кто своим делом зарабатывает, валет трефовый. Но здесь за деньги придется побороться. Очень много стараний нужно приложить, усилий. Скорее всего, в конце дня будете чувствовать себя как выжатый лимон, но в то же время как бы удовлетворение от того, что вот сделали все, что смогли. И еще, знаете, вот тут ситуация с властью. Придется решать, видимо, какие-то вопросы с властью для того, чтобы вот получать деньги. Может быть, какой-то спор из-за денег. Может быть, вот эта карта очень часто показывает зависимость. Может быть, вы слишком большое значение придаете деньгам, как-то зацепились за ситуацию. Может быть, нужно посмотреть другой выход, еще дополнительный источник дохода, да. В общем, что-то здесь нужно менять, а вы, может быть, зацепились сильно за прошлое, да, вот как вы, допустим, раньше зарабатывали, а вам здесь нужно что-то дополнительное. Так, здоровье. Здоровье семерка трефовая. Ну, в принципе, здоровье по мелочам, знаете, можете чувствовать себя как-то не очень хорошо. Ну, здесь вот семерка, она, знаете, такая карта, которая говорит о том, что вроде бы все в порядке, но вот какие-то мелкие беспокойства есть. Кстати, очень часто это карта раздражения, усталости или растерянности. Вот на здоровье, видимо, большое влияние имеет. И еще это карта перемен. Перемены, ну, допустим, для тех, кто болел, так это значит к выздоровлению перемена, да. Для тех, кто здоров, вот будьте аккуратны со своим здоровьем сегодня особенно. Вроде бы там мелочь, там сквознячок, легко оделись или еще что-то такое, а впоследствии могут быть не очень. Поэтому заранее, да, что-нибудь тепленькое с собой положить, дополнительную какую-то одежду, это было бы хорошо. Ну и горячее, кстати, горячее пить желательно, потому что это карта холода, да, вот желательно там пить горячее, тепло одеваться и так далее. Итог дня. Семерка пиковая. Ну, здесь будет какая-то важная информация. Вот за день вы что-то такое сделаете, да, что для вас какая-то решающая будет информация. Это могут быть деньги, кстати, не только информация, да, как бумага, может быть, это на карточку деньги, в руки деньги. Это может быть какая-то бумага, которую, допустим, вы должны были подписать, заверить, закончить. Может быть, на почте что-то будете получать. Может быть, смс-ки какие-то важные будут приходить, звонки. Но вот больше здесь все-таки написанное что-то, да, текст какой-то. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.